Ну что, дорогие друзья, так и в этом прямом эфире хочу представить вам пока готовых изделий на выставке «Клинок», которая пройдет 1 по 4 в Сокольниках, в Москве, павильон 71. Вот, Союз кузнецов Якутии, сделано в Якутии и так далее. Так, там будет 6 мастеров. Мастера опытные и молодые. Вот. И что на сегодняшний день клинок, что на сегодняшний хочу представить вам, что сегодня готово. Спасибо за удачу. Так, итак, что у нас на сегодняшний день могу представить, рекламировать вам, будущим посетителям выставки. Ну, ребята, тут холодновато, вот камуфляж и в душе, и снаружи. Ну так, ладнички, ладнички. Якутский ножик в темном, бычий хвост, конский волос. Сразу скажу, все стали из Elmax, причем твердостью 61. Не 59, не 58, а именно 61. Я этого добился, специально сделал. Так что ножики гордостью представляю в идеальном состоянии. Открываем ножик. Клинок в темном, кованый дол, клеймо мастера. У нас отражение, как видите, это не левша, а правша. Отражение, как видите, зеркальное. Вот. Вот, сатинирование. Длинная рукоять. И обратите внимание, не тонкая рукоять, рукоять нормальная, а именно широкое лезвие. Чуть шире. И таких, по-моему, тут две. Почему широкая? Мощная. И вот грудастая. Чуть грудастая. Колющий, режущий все равно имеет. Толщина 2,3, конечно. Колющий, режущий угол имеется. Она не тупая. Вот, сами видите. Вот. И широкая. Это широченная. Так что баланс клинку, кончику тяжелая. Один палец, кончик. Все стандартно. Да, ну, то, что нужно, это хорошо. Вот. Это номер 1. Ах, длина лезвия. Сейчас чуть не забыл. Ша, ребят, ша. О! Ровно 14. Те, которые будут на выставке, сразу можете отложить все дела и приобрести этот ножик. Цены практически одинаковые, но есть сейчас я делаю экшен, которого не будет на видео. Вот, специально сохранить для выставки. И еще будут. Еще что-то есть время. Вот. На 3 пальца. Доставать удобно. Вот такой зеброобразный. Самому очень нравится. Как раз свету. Вот, узору. Как раз. Ну, аутентичный. Ничего не поделаешь. Смотрим стыки. Стыки. Вот. Вот.
Вот один. Идем дальше. Вот этого ждут немало народу, я знаю, судя по отзывам. В белом, то есть светлом. Конский волос, бычий хвост, кап березы, светлом. Открываем. Вот такой капик, ребята. Капик, надо сказать, хотел сначала темный делать, но такой свет, такой уникальный узор уничтожить, скрывать, это грех. Это дары природы, ребята. И тут, ребята, заметьте, человечек что-то делает, а тут человечек читает книжку. Женщина. И между ними происходит. Ого, пока что так. Не то что подумали. Вот. Да, может и кузнец, но тут действительно присутствует, вернее, дама. Ну, если так вообще держать, все что угодно можно придумать. Потому что кап очень богатый, да, действительно богатый. Вот. Сейчас что-то потерим. Тут пальцы остались. Вот дол кованый, чуть глубокий. И кончик острый. Смотрите. Такой кончик очень нужен, когда охотник знает сразу, как завалили лося, кабана, сразу пойдет, потому что очень острый угол, острие. Вот. Это не линза, ребята, это 100-месячный прямой спуск. Вот. Ну, они меня вообще завораживают. Я, так сказать, все время туда хочу. А чего они так говорят? Ну, вот такой. Так. Опа, 14. Ну. И хочу обратить внимание на величину. Вы, ребята, мужики, здоровые, двухметровые. Пальцы тоже не маленькие. Вот таких здоровых пальцев предназначено. Очень удобно. Смотрите. И все видное. Вот. Очень удобно. В темноте сразу узнаешь, где лезвие, где что. Вот так. Ну вот, длинная. Так. Это второй. Смотрим. Смотрим. Вот так вот. Все в лучшем виде, ребята. Только для моих клиентов. Идем дальше. Привет. Любителей коротышек, малышей и универсальных размеров представляю вам, не хочется говорить и не хочу говорить, что это бюджетный вариант. Это никак не бюджетный, скорее всего практичный вариант. Ножны, кожа, вот, коричневый, конский волос и очень богатый кап. Открываем. Смотрим внутри. Ой-ой-ой. Ну вот, видно деревяшка. Не смотрю я вообще. Вот, сама заходит. То есть она нигде не там стыка, столкновений, загвоздки, такого нету. Даже за спиной можете просто так. Прямо так.
заходит. Вот такой кап. Тут многие спрашивают, почему такая длинная, почему такая длинная. Да, есть вкусах не спорит, это уж точно. Вот, для таких, кто любит короткие рукояти, ну вот чуть-чуть клеймо чуть-чуть подвинуто. Вот. Рукоять такое. Одна к одному практически. Такие ножи более универсальные, чем те 14, а еще 15, 17. Такие более универсальные. Почему? Ими удобно работать везде. Половина буханки хлеба заходит. Окорочка режет. Колбаску докторскую может. Длина клинка сколько? 12 ровно. Такой ножик, ребята, 12 ровно. Одна. Единственная. Сталь Эльмакс. Казахстана можно заказывать. Конечно, дорогой. Сталь Эльмакс. Сатинирование. Прямой спуск. Вот такой вот. Красавчик. Гуляет вообще. Ну, те, которые подписчики новенькие, те не знают, посмотрите там в тестах. Эти тесты, прежде чем снимать видео, то же самое провожу я. Еще более грубые, еще более жесткие. Почему? Качество требует больших усилий, больших тестов, больших, как говорится, опыта, чтобы достичь такого результата. Вот. И вот поэтому, после убедившись, что этот ножик может идти на экспорт, то есть выйти из этой кузни человека-клиента, вот, чтобы не стыдно было именно мне, вот, тестирую, потом снимаю видео, не только потом, и только потом снимаю на видео и отправляю на канал. Вот. Так что все ножи, абсолютно все ножи тестируются жестко. Только отборные идут. Так, идем дальше, ребята. Кто хочет эту шоколадку? Самому нравится такой цвет. В темном. Все заказы через WhatsApp, ребята. Пока прямой эфир, не могу отвечать. Вот. Вот такой. Смотрите, какой. Ну, один лучше другого, как перескачкой лошади ходят на стартер. Вот такие вот ножи. Буквально в смысле. Ну вот. Вот такая вот работа. Конский волос. Под армейский. Удлиненный специально. Ну, смотрите. Вот. Шаг кроем. Здорово. И вот такой вот. Ну, тут чуть потерто. Ножны уже сжимают чуток. Поправим. Погладим еще чуток. Вот такой кап. Да, классно, не то слово. И вот. Чуть широкий. А тут рукоять более-менее не ясевидная, более овальная, чем ясевидная. Вот. Держится оно вот так. Все равно удобно руке. Кто-то любит большие, надежные, такие мощные рукояти. А кто-то любит вот такие удобные. Вот, смотрите. Кручу, верчу спокойно, а не так. Понимаете? Ну вот придете на выставке, посмотрите, поддержите. Понравится, не понравится. Пока всего 6 штук, ребята.
13,8. Запомните. 13,8. Клеймо мастера. Не глубокий дол, но подчеркнуто видно, что этот дол существует. Заходит. Все. Не лежит. Не капает. Теперь этот стоит будет, когда я приеду на выставку. Засеню, оценю. Но больших таких, если выставка, администраторы наценку там на стенды, наценку не предоставят, если такой налог будет, конечно, будет чуть выше, чем заказать. А если продажа не пойдет или пойдет вяло, сразу, по-моему, третий день сделаю большую скидку, сразу на видео выложу. Тогда можете вообще в плюсе быть. Только от вас зависит. Кто пришел, тот и взял. Короче, конкретно. Теперь, ребята, представляю вам новинку. В этом изделии в моей голове гуляло очень давно, надо сказать, признаться. Кожа, конский волос, кап березы. Ножик не маленький. Оп. Открываю полностью. Глухарь. Тут вставочку сделал. И этот нож не блестит. Он темно. Сталь. Вернее, это не травление. Это термичка. Никакой тут ни хлорки, ничего нету. Естественная термичка. Так что оно не уйдет, не царапается, конкретно держит. Вот смотрите. Вроде блестит, да? А так уже сфера. Таких всего 2, по-моему. Или 4. Не знаю пока. Вот, ребята, темно. То есть сталь тоже темная. Сейчас, к примеру, покажу. Ну вот, отличие вот такая. Сатинирование то же самое, но в темно. Вообще вселяет такую мощь. Честно признаюсь, у меня самого такого нету. Вот. Это кап березы. Капик березы. Вот такой. Чуть-чуть погладим еще. В идеале будет вот такой стык. Но он темно. Но живой вообще красиво смотрится. Блестит только лезвие. Да, это цвет фронтальный. Все убивает, не смотрит. Вот, держится вот так. Может, нельзя сказать, что маленький. Кончик в один палец. Длину шо. 14,4. Почти 5. Глухарь. Новая модель. Можете заказать. То есть сталь темная. Самому нравится, если честно. И некоторые цвета тут показаны как бы наоборот. Там тут показано как бы фиолетовое, а там показывает как бы синее. В общем, оптика тут немножко не то показывать. Или цвет такой, или баланс такой. Ладно, поехали дальше.
Комментарии вам видны, нет? О! Новичок, новичок. Красавчик. Спелый апельсин. Цвет такой. Вот. Ну, да, действительно, цвет убивает чуток. В реальности цвета совсем яркие, другие. Что-то есть, да, и тут то же самое. Ладно, посмотрим. Вот. Бычий хвост, конский волос, подармейский ремешок. Вот такой красивый капик. Капик. Округленный. И тут то же самое. Чуть оно более округленное, чем овальное, если видное. Клеймо мастера: не глубокий дол. Почему не глубокий дол? Ух ты как! Длина 15,5. Это светлый. Почему не глубокий? Она более эффективнее. Тут не будет застревать предмет, во-первых. Во-вторых, действительно держит ребро жесткости, это уж точно. Вот. Ну, тут конкретно так сделано, гладенько. Тут вообще он будет гулять такими долами. А если там жестко делать, там, ну, видно это хорошо, там жестко, там буквально долбили, буквально там как бы луна. С той стороны обернете, там линза. Да, ничего против не имею линз. Плюс линзы, она тяжелая. Работоспособность у нее по прямой градусу практически, ну, соотношение от плюс 10, от 0 до 10, 3% всего. Вот. По проникновению, смотря от кончика. А вот рубить, ковыряться там с сухожилиями и так далее, он мастер. И как показывают многие блогеры, дырку в доске, я не знаю, со снег, деревяшку, они умеют. Да, это без проблем, они умеют. Но единственное их но, вот такой эдитон на шкуре того же самого косулю, там, я не знаю, кабана, или вот таким, как строительный резаком, или лупи там ложкой, понимаете? Вот такая разница. Так, ну, конечные результаты пока еще рано еще что показать. Но на днях, надеюсь, еще выйду на прямой эфир. Посмотрим. И будут всего 2 таких экземпляра. Сегодня посмотрели на канале. О, ребят, чего нету, того нету. Но вот такого вряд ли найдете, ребята. Даже у нас в республике мало делается, такие большие ножи, бадай называется. Ну, широченный конский волос. И вот дырочка. Тут любую веревочку, кожу одеваете через буквально на ноги, чтобы она не болталась. Ну, я, например, ближе к копчику сразу тягаю. Она же широкая. Вот, смотрите. Ни туда-сюда не болтается. За спиной бывает и под одеждой. Впереди стоит препятствие. Я не знаю, там сучок или какой-нибудь деревце, или та же береза, которая зеленая. Берешь нерешаемые вопросы, решает бадай сразу. Еще какие вопросы? Нет вопросов у матросов. Ну вот. И тут бадай. Это Эльмакс, ребята.
Ни углеродка, ни 65, ни подшипник, ни тем более рессора, я не знаю. Это Эльмакс. Из Эльмакса сделано. Вообще смерть. Во, 22 длина. У себя. Что за длина может сделать 22 сантиметровая длина? Что может делать? Вообще, держа такой ножик сразу, если у тебя 50, нет, у тебя сразу все 25, помолодеешь. Держишь в руках, даешь пацану сразу. Чего? Чего вы охуярить-то? Ой, простите за выражение. Сразу энергетика такая, ну, вообще смерть. Конкретно смерть, да. Вот. И тут фирменный спуск, округленность. Ну, молодец, скажешь. Округленность, чтоб, смотрите, держать было при ударе, чтоб кончик удара был вес кончику, конкретно решил. Эффект огромный. А если делать таким прямым, ну, уже более кисти надо работать и так далее, локтем. А тут кончик, конец тут округленный, чуть-чуть спуск, и тут округленность, и она очень удобно держать, как шашка. Таких, ребята, будет 2 всего. 2 штуки. И они конкретно сейчас скажу цену. 23. Не больше, чем они. Но конкретно сейчас в данный момент я скажу 23. 23 тысячи, и он твой. Вот, можете заказывать. Числа так 10, наверное, приеду. Ну, планирую 10 обратно вернуться. И металла вот такой широченного пока есть. Да. Пока есть. Так что бодай, колоть, резать, я не знаю, там лед, мясо, тушу, все что угодно. И надеюсь, на днях хороший день будет. Покажу тесты, как с ним работать, что надо делать, что не надо делать. Ну, во-первых, надо первое правило безопасности. Это уж точно. Тут может, я не знаю, колено, пальцы можете там поранить, да, отрезал чуток, как говорится. А тут, извини, не только палец, но и с костями весь кисть, потому что она мощная, очень мощная вещь, страшная вещь, относительно. Но это не холодное оружие, имеется сертификат, что она не холодное оружие, просто бытовой большой якутский ножик. Вот так вот. Так, теперь ножны. Кожа пропитана. Тут не мягко, не гуляет. Достаточно сильно давлю. Вот. И внутри деревяшка. Конкретно. Чтоб такая лезвие была надежна в руках. Чтоб не выскочило там и так далее. И то же самое входит спокойно. Вот. То же самое спокойно. И вот, когда она в ножнах имеет такой вес, что запросто и косулю, и зайчика, я не знаю, бобра сразу, и тем более кожаные, они не мокнут, и конский волос тоже не мокнет. Ультрафиолету она не поддается. Вообще в воде он может держаться, да. То есть быть в воде, а не плавать. Понимаете? Вот он в ножнах явно плавает, это уж точно. Но это такой вес и кожа. Но благодаря коже вы можете самого большого хариуса, или я не знаю, щука наконец-то по башке. Ая! Спокойно. Вообще вещь, конкретная вещь. Не только рыбочку и всего остального. Аккуратненько. И топор не нужен. Зачем топор? Такие вещи. Достал и спокойно рубил.
Если у человека вот таких 3 набора, набор охотника называется, я на днях закончу, осталось всего ничего. Хозяин, если ты меня видишь, повторю, всего ничего, 30-го велел отправить. Вот, и я 30-го ему отправлю, несмотря на свою занятость. И вот там будет совсем другой обзор. Протестируем все 3 ножа. И вот комплект охотника, ребят. Все 3 ножа. Это для грубой, это для повседневной. Черный нож называется Ахлы-махалы Харабыгах. То я взял, все сделал. А этот маленький в рюкзачке или где-нибудь в укромном месте. В самых экстремальных случаях. Самый острый, самый быстрый. Для разделки внутри туши предназначено, по идее. Но он будет чуток короче света этого. По-моему, 11 там уже готовый у меня же лежит. Вот. А средний нож, как всегда, 13-15 где-то так максимум. И в конце концов замыкающий бодай. Без этого охоту, ребята, смысла нет в наших условиях. Тогда, если распределить работы каждого ножа, все 3 ножа долговечны. Вашим внукам пойдет. Тем более таком качественным железом, как Элмакс. Ну вот, сюрпризик на сегодня хватит. Как говорится, пора спать. Вставать уже придет скоро. Наступит время вставать. Да, спасибо, ребята. Зачет так зачет. Да, буду еще... Так, еще закончу некоторые. Вот тогда я обзорчик сделаю. Надеюсь, не в Москве, а максимум в Якутске, наверное, будет отчет. Вот. Время поджимает. Работ всего 6. Ну ничего, прорвемся, сделаем еще. Вот. Почему так медленно? Почему не штампую? Почему нет помощников и так далее? Ребят, никому не могу довериться. Во-первых. Во-вторых, опыт нужен. А опытного человека откуда возьмешь? Нету. Его выращивать надо за день, за год, за 3. Не может он опыт принять и действовать ровно как ты, почувствовать сталь и так далее, и так далее. Это совсем другой разговор, ребят. Придется все, как говорится, одному. Ну ничего, прорвемся. Прорвемся, ребята. Ну, в конце концов, обзорчик заканчиваю. Надеюсь, просмотр будет еще. 33 сохраняет или Wi-Fi, я не знаю. Так. Ну все, ребята. Пока-пока.